Всем здравствуйте! Это программа «Мы вам покажем» на телеканале Якутия-24. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы находимся в нашем якутском государственном цирке, в бриллиантовом цирке Якутии. Все мы его знаем, все мы его посещаем. И привыкли мы, согласитесь, чаще всего смотреть на артистов, которые выступают на арене, но очень многие работники остаются за кадром, такие как, например, костюмеры. И сегодня мы, можно сказать, в святая святых, в костюмерной нашего якутского цирка. И я очень рада буду вас сегодня познакомить с костюмерами. Это Галина Владимировна и Мария Аркадьевна. Здравствуйте, уважаемые девушки! Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете в цирке, как вот сюда пришли, как начинался ваш путь? Очень интересно узнать. Ну, я первый раз в цирк начала работать в 2008 году, с декабря месяца. Но вот костюмером работаю с 2012 года, 2012 с января. И стала вот костюмером. А до этого работала гардеробщицей и заодно там в швейном цехе там тоже работала вручную работу мне давали. Ага, и вместе так совместила работу, и вот меня перевели вот в костюмерный цех. Ага. Успели поработать. Да, там познакомилась, сказали, что я уже знаю все костюмы, и уже артистов знаю, и так что меня перевели сюда. Чему вы, наверное, очень рады. Да. Да? Ага. А вы, Мария Аркадьевна, как давно работаете? Так, я в цирке работаю с 2006 года, работаю, а так я костюмерном перевелась с 2017 года. Вот недавно только 5 лет, только вот. А так давно тут. Ну вот интересно, наверное, же все-таки среди костюмов работать. За что вы цените вот эту вот работу? Очень, конечно, интересная работа. И, конечно, многому я научилась тут. У Галины всегда я уже шить, там что-то делать. И в основном у художников тоже научилась, где что там для костюма там стразы шить. Требуется, да, что-то? Да, вот у них все это научилась, все это. Ну вот расскажите нам конкретно, да, в чем заключается работа костюмера. Это же не только подборка костюмов, не только шить, наверное, да, это еще и какой-то дополнительный большой труд. Мы тесно работаем вот в швейном цехе с художниками и режиссерами. Тесно мы с ними вот связываемся, вместе работаем. Обдумываете, что нужно, да, как? Да, вот швейный цех шьет, и мы тут приходуем. Так, у вас тут несколько книг. Да, вот завела, вот я сама финансистка, и вот завела, вот люблю бумажную работу. Ваша привычка. Да. Здесь даже пригодилась. И вот тут завела вот приход, тут этот вот по спектаклям, потом вот вторую книжку завела, и тут вот Новый год, например, да, и какие костюмы сшиты, новые костюмы, и ихнее описание. Потом вот по датам, в какого числа вот этот спектакль начинается. Вот все вот, вот то, что все новые костюмы. Новый год с 18 года, да. Вот 3 толстяка у нас было, юбилей цирка. Вот так вот все по этим идет. С 2017 года, и тетрадь такая чистая. Да, вот начала вот с 17 года. Да, вот то и вот, вечернее тоже мероприятие, тоже все вот тут расписано, да? То есть все костюмы. Все костюмы, все это приход. Приход. А потом по этим приходам мы когда вот начинаем спектакль, советуемся режиссерами.
режиссерами, все художники, костюмеры, все собираемся здесь у нас и вот советуемся, кто что будет одевать. Какая роль, что будет одевать, да, и то, что вот новые вот швейного цеха берем, а то, что подбор, вот отсюда подбираем. А потом вот выдаем. Вот с 12-го года, вот с 1 февраля с 12-го года вот я начала, да, у нас три поколения. Вот первая часть, это первое поколение, второе поколение и третье поколение, новые. И вот когда я в 12-м году начала, вот завела вот 3 книги. Да, 2 этого для выдачи костюмов и приход, да, а потом пришли вот 3-е поколение. А первое поколение это закончилось, и второй журнал вот завела, да, а эти еще не закончились. И они еще вот с 12-го года работают. Ага. А эти 3-е поколение, они пришли вот с 19-го года. Вот так и вот тут все по ролям, все тут мы пишем. Мячики, Например, да, мячики, дьявола, воздушные, каучук, хулакуп, велосипед, чтобы было понятно, клоуны. и сразу можно Да, было и вот открыть, кто да? заходит, да, дьявола, например, девушка заходит, сразу вот, что быстрее Видим и найти. открываем. Открываем, а тут их имена. Их несколько. Да, например, вот дьявола, их 5, и вот сразу, кто заходит, и мы сразу вот так находим их, да. И тут тоже вот заходят, например, воздушные заходят, и кто заходит, Вася заходит, сразу вот, чтоб сразу искать вот так. Да, и очень все, вот под роспись получают, и под роспись они сдают. Вот такая наша работа. Такая система. Ну, Мария Аркадьевна, удобно работать вот по книгам учета Галины Владимировны? Да, конечно, очень удобно. Сперва, когда приехала, конечно, я не знала, где что написать. Все время у нее спрашивала, где что написать, где найти костюмы, там найти. Даже название костюма я даже не знала. Вот, конечно, все. Она меня научила всему этому. Но если вот артист, он ставит подпись, да, если он что-то сделал с костюмом, там порвал, заморал, вот бывает такое? Да, бывает, конечно. Вот, если пятна, грязь, конечно, моется. Если порвал, конечно, там шьем где-то, да. А вот насчет потерять, я не знаю. Вот. Еще не теряли, артисты Нет, очень не ответственные теряли. люди, да? Да. Ага, все-таки. Ага, ну и давайте уже посмотрим на сами костюмы. Не терпится, да, посмотреть, сколько костюмов здесь, какие костюмы для кого предназначены. Да, у нас вот все костюмы распределены. Вот в первом ряду, например, стоят мальчиковые. Тут девочки стоят. Вот тут жигиты. Тут канат и прочие там мелочи, да? А тут все акробаты. Вот так мы все по местам. И тут индивидуальные шкафы. По шкафам тут семья, например, Никифоровых. Ага, вот все они, ага, семейный подряд. Тут индивидуальные девушки. Вот тут их не костюмы. А тут вот тоже индивидуальные, да? И у нас костюмы все, у всех костюмов названия. Например, вот костюмы Сардана. Как вот имена, все костюмы названы. Это чунфан, например, да? Китайские мальчиковые. Вот шляпа. Вот так. У всех костюмов есть название. названия. Вот это джигитовские. Вот это костюм Сакура. Вот этот костюм змея.
Мгм. Вот так у всех эти названия есть, да? Ага. Это каната кем это? Ангелы. Ага. А это акробата, вот качели. Они это на финал Ну, работают. не сложно запоминать название каждого костюма? Ну, сразу как приходим, и вот сразу вот с швейным цехом там уже я пишу название. Даёте имя, и название, сразу да? название даем. И наши артисты привыкли к этому. И они заходят, и нам надо вот такой костюм, уже по именам. Мгм. И вот места тоже не меняем. Все На ве- своих на местах своих всё. местах. Ага, не путаем, Чтоб потому не что, запутаться. ага, чтоб вот не глядя, вот там стоит, это там стоит, да? Ну, Все правильно, так да. уже думаем. Ага. И вот тут мелочевки тоже вот тут все расписано, в каком пакете что лежит. лежит. Да, все тут тоже все расписано. Вот. Чтоб не сразу, чтоб найти. И поэтому тоже, даже что там, с какой стороны лежит, надо тоже запоминаю. Мгм. Вон, даже в каком цвете пакета я уже, уже знаю. Знаете, да? Да, ага. И так тоже бывает. Кто-то достает, да, например, и я говорю, там Желтый желтый пакет. пакет. Желтый пакет. Вот так и говорю. Галина Владимировна, а сколько всего насчитывается костюмов в цирке? Вот примерное Ой. число, может быть, вы знаете. Ой, очень много. За 28 лет цирку. Вот за 28 лет много костюмов. Например, именно вот тепло вечной мерзлоты 150 комплектов костюмов. Только вот Например, одно именно представление, одно представление, да? Вот таких за 28 лет. Сколько? Вот, Ничего считай. себе, ужас Да, какой. очень много. Мгм. Мгм. Но мы знаем, что это не единственная костюмерная, есть еще, да? Да, еще вот вторая комната еще Давайте, есть может у быть, нас. мы туда направимся. Ага. да? Еще вот второй этаж есть у нас. Тут второй посюда. этаж еще есть посюда. Вот. О, да? И мы Ага. можем подняться. Давайте поднимемся. Галина Владимировна, вот поднялись мы на второй этаж. Ну, очень опасно, и вы так постоянно, получается, да? А если в спешке там нужно? Да, день несколько раз можно туда, сюда подняться Какой и спуститься. кошмар. Да, уже привыкли. Ага. Или здесь у нас- иногда самих артистов сюда. Ага. Гоняете. Ага. Иди поднимись, возьми вот, сам. и вот отсюда снизу я говорю, это в таком ящике, первом, третьем, втором ящике, что лежит. Вот так. И тоже все по местам тут лежат. Мгм. Тут маски лежат. Ага. И вон там уже Мадагаскар, например, и зайцы вон там лежат. Тут отдельно какие. Все, я что где лежит, все уже знаю. Мгм. А тут вот эти тоже костюмы, тоже знаю, что где. Ищите там в первом ряду, в втором ряду, тоже говорю, да. Вот тут этот по сказкам, например. Тут это Щелкунчик есть, Буратино есть, принцесса Ням-Ням есть. Вот так по сказкам. А самые старые костюмы, может быть, какой-то есть очень такой легендарный костюм? Вон еще у нас другая комната есть. Вот вон там, да? Ага, Давайте вон туда там направимся. они. Просто знали бы вы, насколько тут экстремальные у нас сейчас условия, и где стоит оператор. Давайте скорее спустимся и посмотрим на другую. Мгм. Ну вот мы во второй костюмерной, да, здесь уже более старые, да, костюмы, насколько я понимаю. Тоже есть, ага. Вот, например, наши исторические костюмы, когда вот это Марфа Петровна, Сергей Васильевич одевали вот жилеты замшевые. Вот еще вот, ага, вот девушки, вот там, тоже замшевые. Ой, красота. Мгм. Вот их не самые старинные костюмы. Вот это красивый костюм есть. Сейчас это они, Синтез Аюн сейчас есть, да, поют. Вот этими костюмы одевают. И вот у нас есть ансамбль Синтез Аюн. Поют. Девушки, мальчики поют, парни поют, да. И вот они вот это одевают. Одевают, Ага. да? Мгм. Так.
Так, и тут мы все вот тут, истории у костюмов да, есть? вот по этим распределили. Тут клоунов стоит тоже очень давнишние, тоже есть. Ага, вот костюмы. И там дальше якутские костюмы стоят, да? Дальше вот тепло вечной мерзлоты костюмы все тут повесили. Вот тут, чтоб сразу тоже найти, да? Мгм. Вот старинные костюмы висят. Совсем давнишние. Вот тут. Мгм. Вот тут тоже вот старинный костюм стоит, да? А, это тепло вечной мерзлоты вот тут. Мгм. Вон там вот оркестр. У нас это кроме артистов еще костюмы получают оркестр, гардеробщицы, контролеры. Тоже они берут костюмы под роспись. Под роспись, как это артисты. И потом, например, гардеробщицы, контролеры осенью вот берут под роспись и весной сдают, когда они уже в отпуск уходят, да? И оркестр тоже. А с какой вот. целью они берут? Они там, что единая форма у них тоже. Форма на Мгм. работе. Форма, единая форма, жилеты. Да, и там есть стоят эти То есть тоже всё старинные предоставляется. эти ихние костюмы тоже вон там висят. Мгм. Вот 1-9 мая тут у нас солдатские вот висят. Все тут расписано, где что висит, чтобы не запутаться. Вот тут все новогодние Деды Морозы, Снегурочки, Новый год вот тут стоят, да? Вот тоже якутский Аллукмас. Вот это, например, я вот художник Петр Винокуров дал задание, и я обучила. И Линке Бигер. Вот. Красота. И тут тоже ручную работу тоже сделала. А так швеи шили. Ага. А тут дальше вот отдельно детская студия костюма. Тоже все ведают вот так. И тут вот полку вот сделали тоже. Тут все головные уборы, маски. Тут, ага. И все эти, где вот в ящиках, коробках, все расписано, что где где лежит. Ага, по этим. В каком пакете, да? Да, не пакет тут, а вот уже тут. Вон пакетики. А там пакеты, тут вот эти коробках. Что где лежит, ага, вот. По этим коробкам мы находим. Вот солдатские вот все тут лежат. Детская студия, тут обувь. Да, Так. очень И много всего. за 28 лет вот костюмы, все тут. Поэтому очень тесно у нас тут работать. Ага, вот как вот все, как видели, вот наши костюмы, эти головные уборы, вот, да, как тесно они. Ага, и мы хотим, чтобы это наш цирк на расширение, и это, чтобы нам было удобно работать. Да, огромную, просторную, костюмерную, да? Куда такую можно было мечтаем, войти. да, мечтаем, да. Мечта. У нас очень тесно, и вот зайти вот туда глубже, вон там очень тесно. И, Проблематично. ага, поэтому вот стараемся вот так, что где висит, находим по этим именам, и вот так уже запоминаем, где что висит. Ну, удивительно, да, как вы все помните. Да, работа наша такая. Ну, прям молодец. Спасибо. Да. Ну и еще одна костюмерная цирка, уже третья по счету, которую мы сегодня, да, посмотрели. Здесь уже непосредственно балетная труппа, да? Балетная одевается? труппа, да. Государственная цирка у нас, которые костюмы стоят. Самая красивая костюмерная, можно сказать? Самые красивые костюмеры. Ну, по-моему, все, красивые. Все Ну, красивые? Ага. Я сама не знаю даже, какую назвать.
Да, вот новые костюмы, например, вот крылья стоят, а вот что-то я не вижу где-то. Крылья вот эти черные, да? Да, Ага. на юбилейном мероприятии Сырка, по-моему, вот, да, шитый этот костюм стоят. Так, мы видим, Галина Владимировна здесь у нас что-то вот уже готовит, да? Ага, что? Да, вот тут смотрю, а вдруг где-то порвано, да? Так. Вот тут все смотрим швы. Тут, если где-то порвано, Проверяете, да? проверяем, ага. И вот у нас все костюмы шьются по меркам артистов. По индивидуально. Индивидуально. Ага. На Ихний костюм, вот этого, например, да, артиста, никто не одевает. Ага. Так, вроде бы, ну так. Например, вот это, и мы все тут пишем. Вот костюм Толя. Вот Толя только вот это ясно. одевает. Только Толя. Только Толя одевает, никто другой, да? Ага. Вот так у нас все расписано. А это костюм. Вот. Рома. Костюм вот Ромы. Вот так, да? Ага. А вот это, например, вот Сергей это. Мгм. Илларионов Это инициалы, Сергей. да? Инициалы вот сам написал. Так вот все на вот наши костюмы, да? Вот так все расписано. Да. Только вот они одевают. Поэтому у нас все не по размерам, там 46-й, 8-й, да? А именно по ихним размерам. Ага, Индивидуально. индивидуально. Ага. Здорово. Вот так они. Поэтому вот, ну, иногда кто-то вырастают же маленькие вот мальчики, да, и они сами себе там меняются, иногда так тоже Передают, так, да? передают. Но мы все равно вот эти имена не меняем. Мгм. Вот так и они остаются. Они сами между собой меняются. Сделала картотеку костюмов, вот, например, да, туда по спектаклям. Вот «Снежная королева», да, и вот отсюда начала тут программы, персонажи, вот, да, и вот какая вот эта роль сказочный, и тут все расписано. Ага, по сказкам. И, например, вот «Солнечный зайчик» 2 штуки. Сколько костюмов есть, чтобы нам узнать, да? Вот, например, черная рубашка 10 штук у нас таких. Вот так, да? Все тут расписано. Костюмы тролли, например, вот 5 штук костюмов. Вот Новый год, Ческан, Харчана, вот куклы Лол, куклы вот тут. Снежинки, например, девушки, вот 7 штук, Бастыня 7 штук. Тут мы фотографируем вместе с рекламным отделом, с профессиональном фотоаппарате, снимаем, и они нам печатают, вот, и вот тут делаю вот так. Картинка, Мышильда, вот это. Тоже очень удобно, Ага, удобно, и они, наши артисты, тоже вот привыкли к этим картинкам, заходят, смотрят, о, где картинка наша, что я там одевала, вот смотрят девушки, что я тогда там одевала, им тоже вот заходят и видят, что они одевали. Им быстро, и нам тоже вот, чтобы найти, что они одевали. Вот красивый павлин, наши художники сделали. Вот последняя Луна. Вот такие Луны. Лунный принц, Луна, главные герои. Делая выводы из нашего интервью, я поняла, что вы очень любите свою работу, очень ее цените, да? Да. За что, почему? Благодарная, неблагодарная работа, скажите. Да, мы очень любим свою работу. И с детства я вообще мечтала ручную работу. И вот очень благодарна, что попалась вот в такую организацию, да, и вот в такую работу, где костюмером, да, моя мечта сбылась. Коллектив хороший, конечно.
Что ж, спасибо вам огромное, Галина Владимировна, Мария Аркадьевна, за то, что нас немножко сегодня познакомили, да, с внутренней, так скажем, начинкой, да, красивой нашего якутского цирка. Спасибо вам огромное, спасибо вам за ваш труд, за интересную беседу, очень такую легкую, и за возможность узнать что-то новое и интересное нам и нашим телезрителям. Здоровья вам, дальнейшей вот такой вот хорошей активной работы. Ну и я желаю, чтобы главная мечта костюмеров цирка сбылась, чтобы у них открылась огромная, просторная костюмерная, где можно будет комфортно работать всем. Спасибо еще раз, до новых встреч на телеканале Якутия 24.